Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». Я журналист Белла Кварчия. 26 кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Абхазии уже зарегистрированы. 10 февраля стартовал следующий этап избирательной кампании – процесс регистрации выдвинутых в законодательный орган страны. Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема документов проверяет, соответствует ли порядок выдвижения кандидата требованиям закона, после чего принимает решение о его регистрации. По словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, процесс регистрации инициативных групп и политических партий прошел на должном уровне. Первая партия поданных документов была рассмотрена в количестве 26 кандидатов зарегистрирована и одна политическая партия в количестве 8 человек. Политическая партия Айна их представителей. Но работа прошла в штатном режиме, никаких каких-то эксцессов не было. Материалы представленные были изучены досконально, как это требовало законодательство. Все в рамках требований действующего законодательства прошло довольно-таки спокойно. Отдельные недочеты, в любом случае предусмотренные требованиями закона, те недочеты, которые допустимы, связанные с сбором подписей от кандидатов в рамках 10% барьера, который они не могли перейти. Все это было сделано, были какие-то погрешности, которые были в обязательном порядке замечены, исключены. Но в рамках требований действующего законодательства материалы были представлены. Те материалы, тех кандидатов, которые были зарегистрированы, были представлены в установленной форме. Все последнее время в центре общественно-политической жизни страны находится подготовка к выборам в Народное собрание, парламент Абхазии. В чем особенности нынешнего предвыборного этапа? Насколько совершенно выборное законодательство в нашей стране? Эти и другие вопросы мы обсудим с гостем в студии немного позже. А сейчас о других наиболее важных событиях недели. Ирина Аршба познакомит с обзором новостей. Ассоциация предпринимателей Абхазии отчиталась о проделанной работе. На сегодняшний день в Абхазии действует более 8 тысяч активных предпринимателей. Из них около 1400 юридических лиц. Их деятельность, по словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзенба, позволяет формировать основную доходную часть бюджета республики и создавать рабочие места. Среди самых важных достижений организации отмечалось участие в разработке 3 законопроектов Министерства экономики Абхазии. 7 февраля члены Общественной палаты вместе с главой Центральной избирательной комиссии Тамазом Гогия обсудили предстоящие выборы в парламент. Один из вопросов касался списков избирателей. Как пояснил Тамаз Гогия, списки избирателей обновляются по сей день. На предстоящих выборах штампы в паспорт ставить не будут, но будут делаться отметки маркером, чтобы избежать повторного голосования одного и того же человека. Общий бюджет выборов составляет 15 миллионов рублей. Итоги прошедшего года подвели в Министерстве по налогам и сборам на расширенном заседании коллегии. Были обсуждены также и задачи, которые необходимо будет решить в нынешнем году. По словам министра по налогам и сборам республики Даура Курмазия, по всем показателям наблюдается рост. В суммарном выражении в бюджет поступило на 358 миллионов 251 тысяч рублей больше, чем в 2015 году. Практически все районы республики, за некоторым исключением, перевыполнили годовые планы. Лидируют Сухумский и Гулрыжский районы. Не выполнены плановые задания лишь по Тхорчальскому району 61%. Кабинет министров на своем заседании 8 февраля произвел ряд кадровых назначений. Тамаз Цахнакия возглавила республиканскую больницу Сухума, а Энвер Ажиба – редакцию газеты «Апсне». Заместителем председателя Госкомитета по государственной языковой политике назначена Тамила Аршба. Более 10 вопросов касались предоставления земельных участков под строительство. Кабинет министров дал согласие на большинство из них, а также списал многолетние насаждения чая в селе Гуместа. Кабмин также утвердил положение о лицензировании частной фармацевтической деятельности, в котором были усилены требования касательно квалификации и стажа работы в этой сфере. Члены правительства определили состав абхазской части совместной комиссии по сотрудничеству с Республикой Крым. Ее возглавил вице-премьер Беслан Эшба.
9 февраля в Сухуме был презентован Международный фонд культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». В презентации принял участие президент Рауль Хаджимба. По словам учредителей фонда, в ближайшие задачи фонда входит установка памятника писателю, проведение очередного фестиваля его имени, издание неизвестных публике архивов. По завершении презентации прошла торжественная церемония подписания соглашения между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия и Международным фондом культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Бганба дал пресс-конференцию в Арс Мира, на которой подвел итоги деятельности парламента 5-го созыва. Спикер не обошел вниманием открытое письмо группы граждан Абхазии, выступивших с требованием отмены некоторых депутатских полномочий. 10 февраля президент Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями и сотрудниками силовых ведомств по вопросу организации работы в период избирательной кампании в Народное собрание Абхазии. Глава государства дал поручение Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности проводить необходимые действия, направленные на обеспечение общественного порядка, безопасности и законности. 10 февраля состоялось первое заседание весенней сессии Народного собрания. Депутаты избрали судью Конституционного суда и приняли законопроект о Красной книге Республики Абхазия. Внесли поправки в закон о СМИ. Отправили на доработку в профильный комитет проекта закона об оружии. Также получили одобрение проекта законов о физической культуре и спорте. И кроме того, парламент Абхазии внес изменения в закон о земельном кодексе. 10 февраля известному абхазскому прозаику и поэту Терентию Чане исполнилось 80 лет. Указом президента за вклад в развитие абхазской художественной литературы Терентий Чане награжден орденом Афидзапша 3-й степени. Юбиляра поздравил президент республики Рауль Хаджимба. Он отметил большой вклад Терентия Чане на литературном поприще и, в частности, в работу книжного издательства Алла Шара. Терентий Чане поблагодарил главу государства за прием и оказанное ему внимание. Наша юная соотечественница Валерия Адлиба участвует в популярном международном телевизионном проекте «Ты супер», который стартовал 11 февраля на канале НТВ. Валерия Адлиба оказалась в числе 92 талантливых детей от 7 до 18 лет, прошедших отборочный тур. Сейчас она находится в Москве, где полным ходом идет подготовка к выступлениям. Это были наиболее заметные события недели. А сейчас вновь вернемся к теме выборов. С 10 февраля начался процесс регистрации кандидатов в депутаты, который закончится 2 марта, за 10 дней до выборов. Прием документов от инициативных групп должен завершиться к 20 февраля. Основные итоги этого предвыборного этапа подведет Елена Лолуа. Завершилась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты парламента Абхазии. До 200 не дотянули, но все же количество предполагаемых кандидатов впечатляет. Занять депутатское кресло изъявили желание 136 граждан. 4 из 8 политических партий определились со своими списками. Остальные предпочли выдвигать своих кандидатов через инициативные группы. От Айнара выдвинуты 8 человек, от Анцахары тоже 8. Форум Народного единства Абхазии обозначил на съезде 7 кандидатов, а партия Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие – 3. Курьезно называют ситуацию, сложившуюся в Галском 35-м округе, где всего-то чуть более 600 избирателей, а вот кандидатов аж 10. В выборах участвует весьма разношерстная публика, от бизнесменов до спортсменов. В списке есть люди, которые не обладают политическим багажом, скажем так, новые лица в медийном пространстве, а есть те, которые не являются новичками в политике. К таковым можно отнести экс-президента Абхазии Александра Анкваб и действующих депутатов. Почти весь состав в парламенте решил переизбираться на следующий срок. В списке выдвинутых в законодательный орган женщин 8, а если брать по национальному составу, то русских всего 1, а армян 9. В обществе продолжается активное обсуждение хода нынешней избирательной кампании, которая обойдется госбюджету в 15,5 миллионов рублей. Оценку политической системы в Абхазии дают российские эксперты и строят прогнозы. Они убеждены, что в выборах в парламент Абхазии должны участвовать только политические партии, которые готовят кандидата к сложной законотворческой деятельности и отвечают за него.
6 февраля в Народное собрание было направлено обращение группы граждан с требованием внести изменения в закон о статусе депутата. Предлагается, в частности, ликвидировать многочисленные льготы, депутатскую неприкосновенность и депутатскую пенсию, ввести право досрочного отзыва депутата, не оправдавшего доверия избирателей. Впрочем, многие не согласны со всеми требованиями, выдвигаемыми в письме. К примеру, споры на интернет-форумах вызвали пункты о введении императивного мандата и снятия неприкосновенности. Лишение неприкосновенности даст возможность исполнительной власти и правоохранительным органам давить на депутатов, убеждены противники этой идеи. А правом отзыва парламентариев могут воспользоваться группы граждан по надуманным причинам. Что касается сокращения привилегий, то нужно расширить список и включить в него президента, министров, судей, чиновников всех уровней, считают они. Спикер парламента Валерий Бганба с требованиями лишить депутатов неприкосновенности не согласен, но считает, что вопросы дисциплины депутатов рассмотреть следует. В ближайшее время будет создана рабочая группа, куда он пригласил войти инициаторов обращения. Общество также интересуется, как будет проходить медицинское свидетельствование кандидатов на наличие наркотической и алкогольной зависимости, а также наличие психических заболеваний. Может ли ЦИК в случае сомнения перепроверить подлинность медицинских справок и реальность диагноза кандидатов? Члены комиссии не могут быть профессионалами во всех вопросах, да. Должен был быть конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. То есть состоит, болен или нет на сегодняшний день. В Центр избиркоме уже начался процесс регистрации кандидатов в депутаты, а затем стартует агитационная кампания. Пока накал предвыборной борьбы далек от апогея, но многие ожидают острой борьбы и жесткого агитационного противостояния. Какую тактику выберут предвыборные офисы, какими технологиями и инструментами воспользуются, чтобы убедить избирателя проголосовать именно за их кандидата, каким в конечном итоге будет качественный состав депутатского корпуса и расклад политических сил в парламенте. Выборы покажут. Елена Лоло для событий недели. В чем особенности нынешних выборов? Насколько эффективным будет новый 6-й созыв парламента? Об этом спорят и делают прогнозы аналитики и эксперты. Юридические аспекты выборного законодательства – еще одна тема, которую активно обсуждают в СМИ и в социальных сетях. Насколько выборное законодательство в Абхазии способно гарантировать приход в парламент профессионалов, а также почему в нашей стране стали актуальны вопросы партийного строительства. Мы обсудим с преподавателем конституционного права в Абхазском государственном университете Тамазом Кецба. Здравствуйте, Тамаз Иванович. Здравствуйте. Тамаз Иванович, 10 февраля завершилась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. Как бы вы оценили этот этап подготовки к выборам? В чем его особенности? Основную оценку, наверное, можно будет дать готовности всех участников избирательного процесса, наверное, уже по завершению выборов. В принципе, мне кажется, что вот вся предварительная работа, которую должны были осуществить Центральная избирательная комиссия, мы знаем, что она существенно обновлена. Я думаю, что можно считать, что подготовительный период и процесс выдвижения прошел, в общем-то, достаточно спокойно и в рамках тех правовых норм, которые зафиксированы в нашем законодательстве. Уточнять детали, давать им соответствующие какие-то характеристики, в том числе и правовые, я думаю, это все еще впереди по завершении всего процесса избирательного и уже окончания выборов. Но все-таки процесс регистрации, он немножко отличался от предыдущих, которые бывали в истории нашей страны. Во-первых, многочисленные группы зарегистрировались. Во-вторых, многие жалуются на то, что людям неизвестны те, кого выдвигают, что некоторые не успели себя в чем-то проявить, тем не менее идут в депутаты. Как с этой точки зрения вы могли бы оценить эту ситуацию? Если мне не изменяет память, во время той избирательной кампании, которая предшествовала этой, было зарегистрировано порядка 131 инициативной группы, и из них потом несколько человек отказались баллотироваться, и в итоге баллотировалось, по-моему, если я не ошибаюсь, около 127 человек. По прогнозам очень многих моих коллег и обывателей,
так и предполагалось, что эти выборы перекроют или побьют рекорд ранее существовавший. Мы должны извлекать уроки из каждой избирательной кампании, из каждого пятилетнего цикла деятельности нашего высшего законодательного органа. Мне кажется, что основной резерв для того, чтобы повысить профессионализм и вообще качественный уровень депутатского корпуса, лежит в необходимости всемирного совершенствования партийно-политической системы. Вот что касается инициативных групп, о которых вы упомянули, о том, что их сейчас больше. Вы знаете, что до недавнего времени в законе о выборах, существовала такая норма, которая предоставляла республиканским партиям выдвигать кандидатов от своего политического объединения только в 1/3. Я не берусь сейчас судить, кто автор, чем было вызвано это, так сказать, навело по сути свои ограничения. В итоге вот прошел достаточно длительный период, и мы пришли или убедились в том, что эта норма, она не оправдана. И если мы говорим о том, что политическая партия действует на всей территории страны, почему мы ограничиваем ее во время избирательного процесса? Там, где она является центральным игроком или центральным звеном всей процедуры. Да? Но вы говорили о том, что был какой-то урок, извлеченный из прошлых избирательных кампаний, скажем так, да? О том, что партии могут выдвигать своих кандидатов только в 1/3 округов. Сейчас это можно делать везде. Да. Какой еще урок, вы считаете, не извлекли из прошлых избирательных кампаний, но который было бы необходимо извлечь? Ну, знаете как, у нас периодически, к сожалению, ближе к очередным выборам поднимается вопрос, и он уже довольно долго стоит, я думаю, что неоправданно долго стоит, о том, чтобы изменить систему выборов. Да? Это вот то, что и на телевидении неоднократно эти вопросы обсуждались, о переходе к смешанной партийно-мажоритарной системе. Да? Я думаю, что это неизбежность. Вот более того, мы каждые 5 лет воспроизводим одно и то же. То есть да? Когда кто-то говорит о том, что этот парламент лучше, чем предыдущий, я не могу согласиться. Приблизительно одинакового уровня все послевоенные парламенты. Ну, это мое субъективное мнение. И если мы говорим о том, что есть проблема, почему мы не пытаемся выработать какие-то подходы для того, чтобы поменять ситуацию? Такие подходы были озвучены более 10 лет о том, что мы здесь не должны изобретать велосипед. Но дело в неразвитой партийной системе, насколько я понимаю. Как сделать так, чтобы эта система, наконец, более активно развивалась в нашей стране? Потому что сейчас политические партии, даже если они существуют, то они не имеют тех полномочий, которые бы должны бы иметь как партии, которые имели бы реальную силу, реальные рычаги воздействия. Вот что вы об этом думаете? Когда я сказал о том, что необходимо совершенствовать партийно-политическую систему, я туда включаю еще и такой момент, как нам обязательно надо будет пересмотреть закон о политических партиях. Наше население очень чутко улавливает, может быть, не все очень политически грамотны, но там, где находится реальный, так сказать, источник силы, наше население безошибочно угадывает. Почему нет запроса в обществе на партийность, допустим, да, на то, чтобы наше население активно участвовало в работе? Потому что их деятельность мало что меняет. Да? Вот надо на законодательном уровне дополнить полномочия политических партий, то есть поднять их не только их значимость, но еще и ответственность. Понимаете как? Вот существующие довольно долго наши партии, обратите внимание, они страдают одними и теми же пороками. Несменяемость лидеров. Да, это партия лидерского такого характера. Да? В большинстве, подавляющем большинстве партий одно и то же лицо является руководителем этой партии на протяжении многих лет. Да? Значит, в закон о выборах надо, с моей точки зрения, включить необходимость
постоянного обновления. То есть надо усилить внутрипартийную демократию. Наше законодательство, к сожалению, вообще этому вопросу практически не уделило внимания. У нас старый закон о партиях, старый 90-х годов. Да? А нам надо внимательно подвергнуть ревизии этому, да, и посмотреть, как современные партии должны. Обязательно не менее трети должны обновляться на каждых выборах. Руководящие органы партии. Выборы лидеров партии должны быть, может быть, на обязательно альтернативной основе. Как вы думаете, с чем связано вот появление такого большого количества партий и так много молодежи? По сути своей, очень много молодых людей, которые, в общем-то, не имеют особого жизненного опыта, ни политической деятельности. Вот социологи говорят, особенно в России эта тема в последнее время актуализировалась, об отсутствии социальных лифтов для молодежи. То есть бизнес, молодые люди, да, им негде реализоваться. И, извините, у нас вот такое кривое зеркало образовалось, когда молодые люди через политические какие-то ниши пытаются пробраться для того, чтобы реализовать себя в карьерном смысле, в хорошем смысле этого слова. Поэтому у нас возникает такое ощущение, что люди, не имеющие серьезного ни политического, ни жизненного опыта, ринулись в политику. Вы считаете, что партий слишком много? В основном, по-моему, общественные организации. Партии около 8, даже 8. Для такой маленькой республики, как мы, я думаю, что и партий много, и общественных организаций, в принципе, а эти общественные организации, в общем-то, и служат тому же, что и вот эти новообразованные партии. Самовыражение каких-то отдельных персоналей. Я ничего против никого не имею, но мне кажется, надо посмотреть на эту проблему под этим углом зрения. Как нам сделать так, чтобы вот эти вот возможности для каждого нового поколения, они были гораздо более реализуемые, что ли, а не вот через вот такую гипертрофированную форму политики. Многие эксперты говорят о необходимости перехода к системе, в которой бы кандидатов регистрировали бы только политические партии. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. Как вы считаете, такая система, она сможет в условиях Абхазии вообще в принципе быть реализована? Может быть, людской резерв, может быть, то, что вот эта вот клановость имеет место. Как вы думаете, это будет влиять? Я, знаете, что хочу вам сказать? Вот из того опыта, который мне известен, в том числе и международного опыта, основным, еще раз повторяю, основным субъектом избирательного процесса все-таки является политическая партия. Но закрывать дорогу независимым кандидатам мы не имеем права. Это, так сказать, святое право человека, политическое право, самовыдвижение это называется. Ну, то, что у нас происходит через инициативные группы. Мы не имеем права. Ну, вот когда мы говорим о необходимости перехода к смешанной системе, это во многом еще и говорит о нашем таком промежуточном, что ли, переходном этапе. Да? Есть страны с развитой демократией, столпы демократии, скажем, Великобритания. Там мажоритарная система. Но партиям там более 150 лет. Они прошли огромный путь. Но я вас уверяю, что ни один независимый кандидат на выборах в парламент Великобритании сам по себе не сможет пройти, если он не заручится поддержкой какой-то политической партии. А избирательная система мажоритарная. Один избирательный округ, один кандидат. Да. То есть там мажоритарная система, чисто мажоритарная система успешно работает. Но мы находимся в других исторических и прочих политических условиях. Поэтому нам надо, вот мне кажется, и я вижу с одной стороны, что многим эта идея стала близка, нам надо двигаться куда-то. Мы не можем топтаться на одном месте. Понимаете? Мы это делаем больше 10 лет. Тамаз Иванович, вот в России сложилась такая система, что там
одна партия, партия власти, у нее в руках сосредоточены все возможности, все ресурсы, и, в принципе, пробиться другим партиям очень сложно. Не грозит ли такая схема в Абхазии? Вот это во многом как бы беспокоит людей. Наверное, такое опасение имеет под собой основу, но мы параллельно тому, чтобы перейти вот к этой смешанной избирательной системе, мы должны совершенствовать и систему контроля за выборов, независимых наблюдателей от каждой партии политической и так далее, и так далее. Как показало, вот благодаря развитию средств массовой информации, вы знаете, даже столпы демократии не могут похвастаться тем, что у них стерильно идеальные выборы проходят. Какие-то нарушения всегда есть. Видимо, знаете, партия, которая является правящей партией или партией власти, да, у нее объективно, видимо, всегда будет несколько больше удельный вес, потому что за их плечами стоит, за их спиной стоит президент, правящий от этой партии, который пришел, или, скажем, премьер-министр, если это парламентская республика. Это как бы такая неизбежность, да? Но сила и возможность вот этой вот реальной конкурентности, борьбы, она дает возможность преодолевать этот административный ресурс. А каковы будут возможности смены политических сил, допустим, в стране при одной очень сильной партии, допустим, партии власти? Ну, логика политической конкуренции говорит о том, что значит, каждая партия строит свою деятельность на критике действующей власти. То есть она контролирует ее, фиксирует все ее промахи, все ее неудачи, и на этом во многом выстраивает свою политическую программу на будущее, да? На промахах и неудачах действующей власти. А они неизбежны. Нет ни одной политической, самой успешной, самой выдающейся политической какой-то команде, которая бы не была свободна от ошибок или неудач, скажем так. Да? И во многом, ну, судьба, я вот даже со своими студентами, когда общаюсь, выдающиеся политические деятели, которые были переизбраны, да, ну тот же Черчилль, да, которого называли спасителем Великобритании во время Второй мировой войны. И не успела война закончиться, как британцы переизбрали. Он сам был шокирован этой неблагодарностью населения. Но потом он потихонечку понял, что новое время, новые задачи, что он стал вчерашним днем в определенной степени. Вот мы говорили о том, что сейчас произошло так, что очень много инициативных групп, и эти инициативные группы выставляют кандидатов в кандидаты, скажем так, людей, о которых мало известно, да? И все-таки я бы хотела вас попросить, какой будет абхазский парламент вот с теми данными, которые известны сейчас? Вы просите прогноз? Небольшой прогноз. Ну, если говорить коротко, я думаю, что он будет приблизительно такой же, с которым мы попрощаемся в ближайшее время. Потому что ничего принципиального вот в том, с чего я начал, да, с реформирования и модернизации партийно-политической системы нами практически не сделано. Как же нам выбраться из этого круга? Эти депутаты сейчас, которые придут к власти, они должны что-то поменять, чтобы в итоге хотя бы следующие выборы изменились. Да? Законодательство, которое лежит под этим, надо реформировать не накануне выборов, а в рутинной, в такой спокойной обстановке, изучая международный опыт наших соседей и так далее. Здесь очень велика роль, то, что мы называем гражданского общества, средств массовой информации. Потому что вот то, о чем обсуждаете вы в предыдущих ваших, так сказать, интервью, вот инициатива там, журналистов и ряда общественных деятелей, понимаете? Мы хотим какими-то очень простыми какими-то решениями добиться очень серьезных результатов. Так не бывает или почти не бывает. Да? Здесь очень большая роль, еще раз повторяю, на том, чтобы формировать новое общественное мнение. Да? Вот предложить
И, наверное, надо много обсуждений, и тогда парламент, ну, в хорошем смысле будет, то есть депутаты, которые противятся этому, они в хорошем смысле этого слова будут прижаты к стенке, понимаете? Когда это будет многократно доказано о том, что это неизбежно, это необходимо для того, чтобы двигаться вперед, но они не смогут так откровенно игнорировать мнение общества. Но для этого общество должно быть все-таки. Вот эту инициативу группы граждан, о которой вы сейчас говорили, да. Много они говорили в социальных сетях и на телевидении ее обсуждали. Все-таки я бы хотела коротко, чтобы вы оценили, вот, насколько верные там утверждения, ее сильные стороны и слабые. И если это оценивать как обеспокоенность части общества вот, тем уровнем, да, и политического процесса в целом, который мы наблюдаем и в котором живем, да, вот на протяжении последних 15 лет, то это вполне естественно, к этому надо относиться положительно, как к реакции, как к несогласию, нежеланию жить вот в такой ситуации постоянных катаклизмов, постоянных каких-то перетягиваний канатов и так далее. Но если разбираться в существе поставленных вопросов или, то есть, предложений, да, то, конечно, со многими согласиться очень сложно. Да? Скажем, вопрос, связанный с лишением неприкосновенности. Это красиво очень выглядит, как предложение, возможно, но на самом деле я хочу вам сказать, что вопрос очень непростой. Вопрос непростой, потому что очень многие государства, которые сегодня называют себя демократическими, они прошли очень большой путь. И этот вопрос, он родился не спонтанно, придание депутату парламента статусу неприкосновенности. Даже в самых демократичных, если так можно выразиться, государствах встречаются нередко случаи, когда манипулируют общественным мнением, когда фабрикуются уголовные дела, в том числе и с помощью средств массовой информации, с помощью правоохранительных органов, да, формируется компромат и так далее. И эта норма, эта преграда, она позволяет депутату, ну я имею в виду добросовестную депутату, эта норма предоставляет ему возможность не бояться этого. Кстати, я хочу вам пример привести. Вот вы знаете, все знают в Абхазии большого друга Абхазии Сергея Бабурина. Я помню, в 90-х, по-моему, годах против него была кампания организована, поскольку он всегда стоял на позициях такого патриотического, державного такого толка. Была организована кампания о том, чтобы отозвать его. Тогда действовал в Российской, ну тогда РСФСР была, тогда действовал императивный мандат. Да. То есть ситуацию надо изучать глубоко. А выглядит это очень так привлекательно, как борьба с привилегиями. На самом деле это не столько привилегий, сколько возможность проводить принципиально, то есть держать принципиальную позицию депутату. Тамаз Иванович, вот завершая разговор, я бы хотела все-таки такой вопрос задать. Какой законопроект, над чем должен начать работу новый парламент страны после его избрания? Чем заняться, чтобы, допустим, не наступать на те же самые грабли? Ну, вы знаете как? После того, как парламент соберется и изберет свои органы, то есть изберет спикера, заместителей и комитеты и комиссии, каждый комитет и комиссия, в том числе и комитет по законодательству, там, конституционному он будет называться скорее конституционному законодательству и так далее. Каждый комитет должен в рамках своих направлений должен выстроить приоритеты. Вот если говорить о приоритете для комитета по законодательству, вот в какой-то период я был руководителем комитета парламентского по законодательству, да? Вот мы с вами прошли не только выборы, но мы с вами за прошедшие несколько лет, там 7-8 лет, мы с вами столкнулись еще и с конституционными кризисами. Да? Та же самая... Там же, где мы с вами наступили на грабли с референдумом. Да? Вот мы с вами будем продолжать постоянно входить в какой-то ступор по каждому маломальски серьезному вопросу. Кстати, в этом обращении тоже написано о том, что в случае чего мы готовы вынести эти вопросы и на референдум тоже. То есть вот эта инициативная группа
Да? Да. Она сразу ставит вопрос. Если вы не примете наши условия, то мы можем референдум организовать. Я и тогда говорил, хотя не очень удачный формат был, это такой очень специальный конституционный вопрос конституционного права. Не может формулировка референдума противоречить Конституции страны. Но она не может просто. Если мы пойдем один раз по этому пути, это дорога в никуда, в хаос. Сегодня одна группа людей предлагает нарушить Конституцию. Завтра кто-то скажет, а давайте распустим парламент, который нам не нравится. Он же неэффективный, он непрофессиональный. В Конституции, во всяком случае, в нынешней Конституции нет вообще условий для распуска парламента. Нравится это кому-то или нет, но представьте себе, что мы с вами завтра соберем подписи за распуск парламента, который не предусмотрен вообще в действующей Конституции. И куда мы придем с таким образом, если мы начнем топтать Конституцию? А что вы думаете об электоральной усталости, так называемой? Электоральная усталость – это фактор, который присутствует не только в Абхазии. Он связан прежде всего с неудовлетворенностью людей. Если бы люди видели, что что-то меняется в положительную сторону, да, что прежде всего социально-экономические условия жизни должны меняться. Да? Экономика должна, зарплаты должны расти, понимаете? От деятельности парламента в том числе. Как поступать избирателю? Чем руководствоваться, прежде чем отдать свой голос? Вы знаете, здесь ничего оригинального я посоветовать и сказать не могу, поскольку единственное, что может как-то начать менять ситуацию, это повышение гражданственности в нашем населении. То есть они должны почувствовать себя гражданами. Как это, может быть, не пафосно звучит, но, к сожалению, большая часть населения относится к нашим выборам от выборов до выборов. Вот мы тебя избрали, и все, а потом мы перестаем интересоваться, чем ты занимаешься. А отличие западных обществ, они каждый день оценивают деятельность своих государственных органов, деятельность президента. Каждый день. Сегодня хорошо, а завтра может быть плохо. Сегодня согласны, а завтра уже нет. И вот именно такое отношение к власти дает возможность уже осмысленно принимать решения. Понимаете? Кто что говорит, кто как поступает, с кем что связано, какие скандалы, что из этих скандалов коррупционных, скажем, подтвердилось, что было... То, что называется компромат, да, сплетни, слухи, или там чернуха какая-то и так далее. Это закон любого общества. То есть надо стать гражданином, почувствовать себя гражданином, а не просто человеком, который раз в 5 лет делает, ему неудобно отказаться перед соседом или перед родственником, и он раз в 5 лет идет и голосует, за кого ему подсказывают. Потом не надо удивляться, почему мы так живем. Надо осмысленно принимать решения. Тамаз Иванович, спасибо большое за очень интересную беседу. Вы так все подробно объяснили, разложили, что я надеюсь, что наш избиратель действительно, прежде чем что-то решить, что-то сделает, подумает очень хорошо. До свидания, всего доброго. Всего доброго. Уважаемые телезрители, в программе «События недели» принимал участие преподаватель конституционного права в Абхазском государственном университете Тамаз Кецба. На сегодня это все. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.